слева вообще-то здесь. А, слева, да? Не, ты правой рукой понимаешь. Ну, я понял. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Эхо Якутии. Меня зовут Слепцов Сергей, и сегодня мы поговорим об интересной исторической личности, связанной с историей Якутии. Очень малоизвестной личности на самом деле. Первом иностранце, который оставил записки о Якутии, поляке Адаме Каменском-Длужике. Адам Каменский-Длужик достаточно малоизвестная на самом деле фигура, и о нем узнали только в конце 19 века, когда в городе Познань один библиотекарь местный нашел рукопись, копию воспоминаний участника русско-польской войны 17 века, которого звали Адам Каменский, и где он описал свое невольное путешествие в Сибирь во второй половине 17 века. Озаглавлена эта рукопись была «Дневник московского плена» с описания городов и мест польского шляхтича Адама Каменского. Вообще, кто это такой? Согласно сохранившимся архивным данным, Адам Каменский – это уроженец Литвы, Литовского княжества, шляхтич, то есть, говоря современным языком, дворянин, из довольно известной фамилии Герба-Слеповрон называется. Вот это такой литовский род, очень сильно многочисленный, там до сих пор живет очень много Каменских и Длужиков, насколько я понимаю, хотя Длужик – это, скорее всего, полонизированная версия литовской фамилии Довжик. Вот Довжик или Длужик, вот кто-то такой. Он был шляхтичем и принимал участие в русско-польской войне, когда русский царь Алексей Михайлович, папа Петра I, воевал в Польше против польского короля Яна Казимира Вазы. Это такой долгоиграющий конфликт. На протяжении всего 17 века Россия с Польшей воевала. Началось это еще в смутное время, и вот отголоски смутного времени. Ну, наиболее известный, значит, успех России в этой войне — это возвращение города Смоленска и присоединение Украины. Все это в ходе вот этих вот событий произошло. Во всех этих событиях Адам Каменский принимал участие, но ему не повезло, потому что в октябре 1657 года он принял участие в сражении на реке Баси, это на территории современной Беларуси. Сражение было, можно сказать, ничейное. С польской стороны был гетман Чернецкий, а с русской стороны русскую армию возглавлял боярин князь Долгорукий. И сражение по большому счету кончилась ничьей. То есть ни та, ни другая сторона не достигла каких-то больших заметных успехов в этом сражении на Басе. Было очень мало пленных и с той, и с другой стороны. Но именно вот Адаму Каменскому не повезло. Он попал в русский плен. Кстати говоря, вот с этим связана еще там путаница, потому что он в своем дневнике пишет, что он несколько дней просидел прикованным к пушке. Ну, очевидно, он пишет это про русский плен. То есть его когда взяли в плен, чтобы он не убежал, его там привязали к лафету орудийному. А в некоторых русских источниках пишут, что он был артиллеристом. Артиллеристом он не был, вот, но к пушке привязанным сидел. После вот этого сражения на Басе Каменского отправили вместе там с другими пленными, собранными вот с других мест, в Москву. И в Москве, собственно, начались его приключения. Он какое-то время считал, что его обменяют, будет обмен пленными. Вот его там кто-то обнадежил. Но очень скоро понял, что едет он не на запад, а на восток. Из Москвы его отправили. Это была довольно распространенная практика на самом деле в России 17 века, когда пленных на Западном фронте, да, так скажем, отправляли служить на восток. В Сибири людей не хватало, очень большие проблемы были там с профессиональными военными кадрами, и так полунасильно, полудобровольно очень часто вот этих вот литвинов, поляков отправляли в Сибирь, чтобы они там служили, применяли свой богатый военный опыт или какие-то свои компетенции в Сибири, откуда бежать, ну, у них не было, естественно, никаких шансов, потому что дорога была очень долгая и трудная, фактически не было тогда дороги. Ну, хотя дорога была, собственно, Каменский по ней проехал, это так называемая государева дорога в Сибирь. Совсем по-другому ездили в Сибирь тогда, до Якутска. Там надо было проехать такие города, как Тотьма, Великий Устюг, Тобольск, столицу тогдашней Сибири, Томск, Сургут, Енисейск, Илимский Острог, и только потом попадали в Якутск.
В Якутск Каменский попал в августе 1662 года. То есть добирался он до Якутска 5 лет, получается, да, если в 1957 году его взяли в плен. В 1962 году он прибыл в Якутск. Здесь была такая уже небольшая диаспора польско-литовская, но в отличие от всех своих других соплеменников, Каменский, очевидно, был достаточно хорошо образован, обладал художественным даром, и он вел дневник, где он описал, собственно, свою дорогу и народы, населяющие Сибирь, а также от города, которые он посещал. И самое главное, Каменскому повезло, спустя 10 лет от своего нахождения в Сибири он сумел вернуться. Совершенно точно мы знаем, он доехал до города Орши, современный город Беларуси, тогда Речь Посполитая, где вот он пропадает с наших глаз, и только вот в конце 19 века находится его, собственно, произведение, его дневник о путешествии в Сибирь, где он оставил очень много интересных воспоминаний и данных. Вот если бы он был опубликован в 17 или хотя бы в начале 18 века, то он бы встал в ряд знаменитых путешественников, в том числе ставивших, значит, описание Сибири. Там вот был знаменитый такой глава посольства Спафарий в конце 17 века, который в Китай ездил. Ну, конечно, не стоит забывать членов академического отряда, там Миллера, Гмелина, Стеллера, которые тоже описывали свои путешествия. Вот Каменский был где-то там. Возможно, но ему не повезло. Но зато мы сейчас имеем возможность прочитать то, что вот он писал. Был он все-таки не ученым, а таким вот простым человеком, волею судеб, попавшим в Якутию, и оставил довольно интересные и в какой-то мере где-то смешные, а где-то достаточно точные описания вот реалий того времени. В сочинении Адама Каменского даются краткие характеристики очень многих сибирских народностей. Он писал о зырянах, коми, о бастяках, вагулах, современные ханты и манси, о сибирских татарах, о тунгусах, современных эвенках, и о якутах. Тунгус не эвены, да? Нет, эвены это ламуты. Ламуты. Кстати, о ламутах он тоже писал на самом деле, но он писал о них тоже как о эвенках, то есть тунгусах, но на самом деле, ну, это в 19, 18, 19 веке, уже после Каменского, естественно, придумали это разделение на тунгусов и ламутов, современные эвены и эвенки, соответственно. В районе Шаманского порога на Ангаре Каменский встретился с эвенками. По его словам, эти люди были голыми. Дело было в разгаре лета. Лица расписаны разными красками так, что нельзя узнать, где мужчины, а где женщины. Каменского весьма тронуло отношение эвенкийских женщин к польским пленным. Вероятно, они вспомнили своих детей-аманатов, увезенных будто бы в Москву, но, скорее всего, в ближайший острог. Они выразили полякам свое горячее сочувствие и принесли им несколько десятков соболей, рыбы в изобилии и оленьего мяса. Каменский писал: «Эти тунгусы, народ легкий, удивительно стреляют из лука, весьма проворны. Зимой и летом кочуют от реки к реке к целью пропитания. Едят наполовину сырое. Жен имеют до 9, а жены их также хорошо из лука стреляют, как и мужчины. Оленей у них большие стада, по 1000 и больше. Имеются у них прирученные олени, которые диких оленей обманывают таким способом. На рога оленя накладывают ременный аркан длиной около 10 локтей. Когда приходит дикий олень, домашний олень с ним играет и при этом свой аркан на него накидывает и с ним сплетается. И тогда хозяин оленя или пастух стреляет из лука в дикого оленя и его убивает, и кровь его с водой пьет». Ну, кровь и сейчас пьют. Особенно большой интерес у него вызвал способ передвижения эвенков зимой по Ангаре. Эти тунгусы из Енисейска ездят нартами, особые сани, но только узкие, шириной по пол-локтя или чуть побольше, и длиной локтей 12. Могут на них вести груз до 25 камней при упряжке в 4 оленя. Когда же есть ветер, то нарты движутся под парусом. Сам каюр стоит, натянув удышло парус, и бегут сани на лыжах, как стрела. То расстояние, что водой, проходя за 12 или 13 недель, нартами проходят за 6 недель, если ветер хороший. Есть у Каменского и характеристика якутов. Правда, эта характеристика в ряде случаев, можно сказать, пристрастная. Очень сложно сказать, почему Каменский вот именно якутов выделяет и пишет о них не совсем хорошо, но есть как бы версия, возможно, потому что большую часть своей, скажем так, ссылки он провел в Якутске. И, вероятно, ему очень хотелось отсюда уехать, поэтому какое-то вот раздражение прослеживается в его рассказе. Хотя в рассказе, опять же, очень много дается любопытных подробностей, о которых вот интересно читать в наши дни. Якуты, отмечал Каменский, имеют очень большие табуны коней.
и более всего белых. Скота у них также достаточно. Разводят очень больших быков, носы у которых проколоты, как у медведей. Есть у них также и коровы. Все ездят на них, а едят коней. Ходят с луками, на голове носят капюшоны с журавлиными перьями. Зимой якуты, по словам Каменского, ходят в оленях и воловьих шкурах, шерстью к телу, а другая шкура на выворот. В ушах носят серьги великие, как тарелки серебряные, на лбу носят круги, а на шее серебряные и медные обручи. Кстати говоря, вот это вот описание очень хорошо сочетается с современными археологическими данными. Сейчас археологи в Якутии очень активно копают вот захоронения 17-18 веков именно якутов. И вот именно вот эти вот описания Каменского практически совпадают с тем, что в этих захоронениях археологи находят. Каменский также дает одно из первых подтверждений о том, что якуты это металлурги. Он пишет о том, что еще век назад, то есть в 16 веке и в 17 веке, сейчас якуты сами выделывали очень неплохое железо. Железо, писал он, собирают по Ленским берегам кучами, и оно хорошее, как сталь, но в ремесленниках нехватка, а потому справляются с ним как могут. Каменского также поражало богатство якутской фауны. Там неслыханное множество зверей и птиц, но язычники не умеют их готовить. Самое большое – перья щипывают. У кого есть котел, тот варит. У кого нет, тот парит камнями в квашнях и корытах без соли. Надо также заметить, что поляки всегда отличались ревностью к католицизме, были рьяными католиками. Не исключение был и Каменский, поэтому он описывает мировоззрение якутов, но как бы с негативной точки зрения, пишет: ни в чем не видят греха, ни бога, ни веры. Эти сведения говорят о том, что Каменскому, скорее всего, не удалось достаточно полно познакомиться именно с духовной культурой якутов. Ну и где бы он это делал? Далее мы скажем, чем Каменский занимался в Якутске, на какой должности служил. Он также повторял традиционные известия о северной собачьей стране. Вот тоже современному человеку непонятно, что за собачья страна, но на самом деле собачьей рекой в 17-18 веке называли реку Индигирку. И вот он, значит, описывает тамошние, значит, нравы и людей. Море там большое, большие горы и люди дикие. Очень любят собак, которых имеют по несколько десятков и несколько сотен. Тот, кто имеет больше собак, тот наибольший господин. На собаках ездят, их едят, в собачьих шкурах ходят, их за дочерей в приданое дают собак. Собак ценят дороже соболей и других ценных зверей. Простой народ ничего другого не имеет, кроме собак. Вот у него какой-то пунктик про собак, что говорит о том, что он, скорее всего, это пишет с каких-то чужих слов. У Каменского там в своем дневнике есть еще описание якобы его похода, о том, что он ездил на Ламу, в Охотск, на Охотское побережье, и что якобы он туда попал из реки Лены. Есть интересная теория современных ученых о том, что Каменский, скорее всего, никакое в путешествие по Ледовитому океану и Охотскому морю не ездил, да и невозможно это было в то время, а скорее всего он был знаком или слышал рассказы казаков, бывших вместе с Семеном Дежневым. Вот здесь такая перекличка историческая, потому что единственный человек, который прошел этим путем в 17 веке, достоверно точно как бы подтверждено документами, это отряд под командованием Дежнева. И вот очевидно какие-то отголоски этого похода до Каменского дошли. Ну, собственно, ничего удивительного. Он в Якутске находился в 60-е годы, а Дежнев свой поход совершал в конце 40-х, начале 50-х. Вполне возможно, он с какими-то людьми, бывшими там, общался. Кстати говоря, вот эти вот события перекликаются с историей якутского казачества, о котором на нашем канале был выпуск, который обязательно посмотрите. Ссылка вот здесь вот появится. Также Каменский оставил одно из первых описаний, собственно, города Якутска. Об Якутске он писал: этот городок лежит на очень красивом, веселом, но голодном месте. Там ничего не родится, кроме капусты, и то без кочанов, и репа редко удается. При этом Каменский одним из первых также указал на вечную мерзлоту, как на главную причину неудач первых русских сельскохозяйственных опытов в Якутске. И опять же мы перекликаемся с выпуском о вечной мерзлоте, который тоже надо обязательно посмотреть, и ссылка на
женщина, которая тоже здесь появилась. В Якутске всякая вещь дорога, кроме мехов, но их трудно вывести. Женщины там ходят в тонких оленьих шкурах вместо рубах, в соболях капюшонах, атласных платьях соболем подшитых, но зато без льняных рубах. Разве лишь на торжественные праздники они на них надеты. Там и хлеб едят в торжественных случаях, а мясо едят как хлеб, и рыбу с ягодами, и дичь, живущую там в огромном числе. Пьют они и молоко кобылье. Особый интерес представляют сведения Каменского о строительстве знаменитых русских кочей в Якутске. Опять же, это чуть ли не единственное сообщение о таком строительстве. Ну, точнее, мы знаем, что кочи в Якутске строились, но Каменский зато их описывает, что коч по форме судна, но только без железа, прутьями сшит и деревянными гвоздями сколочен, а железа и на грош в нем нет. Но вот это подтверждает о том, что в 17 веке вот эти вот корабли, да, землепроходцев строились без гвоздей и без железа. Подтверждается сообщением Каменского. И только мы знаем, что в 30-е годы 18 века, когда сюда прибыла Камчатская экспедиция, о которой, кстати, тоже обязательно будет у нас выпуск, вот железоделательное производство появилось в Якутии. Чем же занимался Адам Каменский во время своей ссылки? Кстати говоря, он об этом не писал в своем дневнике. Он описывал просто свое путешествие, и почитав дневник, можно подумать, что он просто как бы путешественник. Но вот в советское время, в 70-е годы, такой довольно известный ленинградский ученый-историк Полевой нашел документы, вообще подтверждающие рассказ Адама Каменского. Он нашел его в документах Якутской приказной избы, где, правда, его зовут не Адам, а Гришка, но это очень частое такое как бы переложение литовского имени как бы на более привычное, очевидно, местным жителям. И оказывается, что вот с 1664 по 1668 год действительно был такой служилый человек в Якутском остроге, Литвин Каменский Григорий, который служил дворским надзирателем тюрьмы Якутского острога, то есть служил тюремным надзирателем. Ну, очевидно, это ему не сильно нравилось, поэтому воспоминаний об этом он не оставил. Опять же, я уже говорил, да, Каменскому повезло, потому что в 1667 году было заключено перемирие между Польшей и Российским царством, Андрусовское перемирие, и по которому вот эти государства, помимо там различных условий, должны были также и обменяться пленными. Каменского из Якутска отправили на родину, но мы знаем точно, он до Польши добрался, и там следы его теряются. Теряется как бы сам Каменский, но не его произведение, которое дошло до наших дней, где достаточно интересные факты о 17 веке, больше нигде не встречаемые, которые мы можем сегодня прочитать и о которых я вам только что и рассказал. Спасибо за внимание, до новых встреч.